Беларусі нарэшце назіраецца эканамічны рост, і ўрадоўцы вельмі гэтаму радуюцца, вельмі гэтым хваляцца. Але міжнародныя арганізацыі упарта працягваюць прадказваць Беларусі ў гэтым годзе рэцэсію. Што ж, чаму так адбываецца? Гэта стала крыху больш ясна цяпер, пасля таго, як выйшла мікраэканамічная статыстыка па розных прадпрыемствах і галінах, якая тлумачыць макраэканамічныя тэндэнцыі. Якія ж глыбінныя працэсы адбываюцца пад гладзінай паверхневага эканамічнага росту і як усё гэта будзе адбывацца на нашых з вами гаманцах. В эфіры перадача «Экономика с Чалом». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Вот вам выделили бюджетные средства, нате, закупайте то, что вам требуется. И не делайте вид, что вы там что-то зарабатываете. Вот такая вот прекрасная бизнес-модель, которую мы отдали в руки, на самом деле, русских. Беларусьбанк, на самом деле, по старым нормативам, он был бы убыточным вообще. Это попытка помочь тем, которыми, как власти считают, в принципе, жизнеспособны, но просто у них долги большие. Все остальное как бы брошено на самотек. Итак, на пачатку традыцыйнай весткі з палёў важная падзея ў сусветнай эканамічнай аналітыцы, агляд сусветнай эканомікі ад міжнароднага валютнага фонду, які дае прагнозы як для ўсяго свету, так і для асобных краін. Ёсць там прагноз і па Беларусі, што ж там нам ад іх чакаць паводле іх версіі? Там, на самом деле, он же выходит, этот World Economic Outlook выходит каждый квартал. Так вот, с октября прошлого года их взгляды радикально на белорусскую экономику поменялись. С довольно серьезного роста 2,2%, который они прогнозировали еще в октябре. Сейчас они прогнозируют уже спад, небольшой, правда, минус 0,4%. И при этом это происходит на фоне того, что взгляд на перспективу мировой экономики, наоборот, улучшился. То есть они прогнозируют рост в 6%, значит, который был повышен там, почти на 1%, 1% пункт. Как мы говорили в предыдущей передаче, дифференциал темпов экономического роста Беларуси и мира, несмотря на то, что прогнозы очень разные, что у Мирового банка, что МВФ, что у Евразийского банка, но разница с темпом мирового роста примерно одна и та же, вблизи 6%. То мы, как у нас любят говорить, малая открытая экономика, да, довольно сильно зависит от внешнего спроса. И мы видим, что, в принципе, ситуация с внешней торговлей, она позитивная. Причем улучшается же ситуация даже с сальдо внешнеторгового по товарам. У нас небольшой плюс сейчас есть. Вот он там, пускай и маленький, но все-таки это довольно редкий случай для нас. То есть драйвером как бы для внутреннего роста внешний сектор для нас выступает, все остальное, что завязано на внутренний спрос, неважно, там он будет потребительский или инвестиционный, он, значит, вот такой вот подавленный в действительности. И, в принципе, это довольно хорошо видно. Я регулярно люблю смотреть Нацбанковский отчет, который посвящен обзору экономической конъюнктуры. И вот там видно, что положительная динамика наблюдается только в промышленности. То есть речь идет о том, что тот экономический рост, который у нас продолжается 3 месяца подряд, он мало того, что восстановительный, но он довольно узко сосредоточен только в промышленности, все остальное как бы брошено на самотек. Еще одно, на самом деле, свидетельство того, что тот восстановительный экономический рост не обладает достаточным качеством, являются данные по количеству регистрации новых бизнесов. То есть такая интегральная характеристика относительно делового климата. Так вот, там тенденция негативная. Уже 12 месяцев подряд, на самом деле, бизнесов больше закрывается, чем открывается. Раз. Плюс, вот еще про какие тенденции негативные я бы стал говорить, это все же ожидали, каковы результаты будут вот введения ценового регулирования тем самым сотым указом. Вот многие интересовались данными инфляции по марту. Общий индекс потребительских цен, он действительно снизился 0,7% по сравнению, например, с февралем и январем, когда был и 1%, и почти 2%. Но цены на непродовольственные товары, которые фактически, они же не подвержены каким-то там конъюнктурным всплескам, да, ну как, например, сейчас рост продуктов, стоимости продуктов питания во всем мире, да, он не подвержен так сильно ценовому регулированию. И там на самом деле тенденция практически ровная. То есть март 1, там почти 4%, февраль давал 1,1%, январь давал 1,3%. То есть замедления не происходит вообще никакого. Еще один тренд, это вот, кстати, важен по поводу состояния, мы уже говорили, состояние внешней торговли, это ситуация с золотовалютным резервом, с рынком валютным. Они в марте снизились на 174,5 миллиона долларов, но если считать целиком, то есть вот тенденцию 3 месяцев, да, сокращение за первый квартал было на 7 там, с небольшим процентов. То есть если учесть, что в прошлом году с 2 важными макроэкономическими шоками, да, то есть и политический осени, и
коронавирусное вот это закрытие экономики весной, да, то есть на 20,5% сократились резервы. Там, где действительно Нацбанку приходилось там отбивать атаки спекулятивные на курс, то сейчас это 7% за четверть, то есть это по тенденции даже больше, при том, что никакого форс-мажора же не происходит. Тут на самом деле я думаю, что это уже постепенно укореняющееся девальвационное ожидание. То есть спрос на валюту повышенный, обусловлен тем, что люди просто ожидают, что рубль будет ослабевать дальше. Как раз вопрос в том, что имело бы смысл посмотреть в перспективе не на динамику, скажем, отдельных иностранных валют к белорусскому рублю, а к тому, что происходит с корзиной валют. То есть то, зачем следит Национальный банк. И там вот очень хорошо видно, что примерно с осени позапрошлого года идет политика постепенного ослабления белорусского рубля, но важно то, что там очень хорошо видны, вот на графике видны два всплеска, которые вот были вот эти вот такие мини-валютные паники. Это как раз март и сентябрь 2020 года. Так вот, видно, как работает на самом деле механизм вот этого гибкого ценообразования. То есть каждая паника сопровождается спадом. Откатом. Да, совершенно верно. Пускай не на те же уровни, да, но то, что на трендовый вот этот вот ослабление, да, совершенно верно, это четко видно. То есть смысл в том, что по сути дела, плавающий валютный курс выполняет свою основную функцию до тех пор, пока он остается плавающим. Он сглаживает вот эти самые колебания. Из-за чего, собственно, ведь происходит ослабление белорусского рубля? В конечном счете, главным результатом и для чего это делается? Для поддержания ценовой конкурентоспособности нашей внешней торговли, нашего экспорта, чтобы в долларовом выражении они были дешевле. Атрымліваецца вымушаны скарачаць выдаткі за кошт дэвальвацыі, за кошт перадусім заробкаў, якія губляюць. Да, в конечном счете это же, для этого же все это и делается на самом деле. И как раз вот важно то, что у нас ежегодно же проходит такая оценка Белстатом качества жизни населения. Там идет выборка такая нескольких опрос домашних хозяйств. Вот, и одна из самых важных статистики, которая там, это не только цифры, там, сколько располагаемые денежные доходы, значит, какие потребительские траты, а вот таким очень хорошим, что ли, качественным показателем уровня жизни является доля трат расходов на питание. Ну, туда, правда, включаются и такие вредные привычки, как алкоголь и табак. Вот, как раз-таки именно в потребительских расходах. И у нас сейчас там 39,5% питания вредные привычки занимают. Примерно в 2-4 раза, там, если брать там, страны Восточной Европы, там, Западной, да, то есть эта величина у нас больше. Это уровень, который соответствует на самом деле, то есть показателю бедных стран. То бок, працуем на 40%, працуем за еду, як кажется. Мало того, так что... кажут про бедных людей. Да, практически так. Причем, что интересно, что как бы с небольшой натяжкой будет сказать, что люди фактически работают за еду, но ровно та же самая ситуация как бы состоит и за что работают сами предприятия, в которых работают люди. То есть они работают на кредитах за то, чтобы погашать кредиты, многие для того, чтобы выплачивать зарплату. Берут кредиты, как бы платят. Да. То есть вот есть данные о ситуации с задолженностью предприятиям в целом, то сейчас крупные и средние предприятия 28,7% от выручки идет на погашение кредитов и займов. Это при том, что как бы нормальный такой низкий уровень считается порядка 10%. И что особенно интересно, это то, что наиболее закредитованной отраслью является производство продуктов питания. Угу. Ну, казалось бы, работающая на самый конечный спрос. Ну, сельская господарка. Да. Так вот, если говорить про сельское хозяйство, то ситуация же там еще хуже. То есть многие предприятия самостоятельно и кредиты набирать не могут, и живут фактически с господдержки. И вот совершенно потрясающая история. В самом-самом конце прошлого года, 30 декабря, был отдельный указ, которым, значит, он назывался об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета. За день фактически до конца года, да, то есть изменились параметры, чтобы как бы, мы оказались в пределах, утвержденных указом. И там отдельно было прописано, значит, что Минфин выделял за счет средств остатков бюджета, накопленные вот этой кубышки, о которой мы говорили, которая, это средства Минфина, которые он сумел накопить во время прошлых лет, когда существовал профицит бюджета, вот из этих средств ему было поручено выделить 150 миллионов рублей трем вот этим нашим восточным областям, Гомельская, Витебская, Могилевская. Там по каждому 50 миллионов, в основном там как раз на закупку ГСМ и удобрений. Предполагалось, что это будет кредит из Минфина со сроком погашения по 1 августа 2021 года.
Но не прошло и буквально нескольких месяцев, то есть чуть-чуть, 3 месяца, и указ от 8 апреля говорит теперь уже за счет тех же самых накопленных остатков, значит, выделить бюджетом межбюджетные трансферты, значит, на погашение этих самых вот кредитов в размере тех же самых, там, с очень малой разницей на те же самые 150 миллионов рублей. То есть фактически о чем идет речь? Минфин сначала выдает кредит областям, бюджетам областей, а потом выдает на самом деле субсидию этим областям за то, чтобы они рассчитались с этим кредитом. Фактически они работают, как раньше говорили, как казенные предприятия. Ну, то есть можно уже перестать делать вид, что они предприятия коммерческие, да, фактически сделать их вот целиком бюджетными. Как в Советском Союзе были бюджетные организации. Вот вам выделили бюджетные средства, нате, закупайте то, что вам требуется. И не делайте вид, что вы там что-то зарабатываете. До речі, коли говорить про організації, які не можуть сплатити долги, є у нас одна прибутковая организация, не так? Это, как несложно догадаться, «Газпром Трансгаз Беларусь». Значит, это та самая, как мы помним, Лукашенко говорил, та самая ржавая ненужная труба, которую мы там, значит, продали русским. Получается так, что дивидендов, которые он выплачивает головной компании «Газпрому», за прошлый год, вот недавно было принято решение значит, начисления дивидендов 2, 3, 4 квартал. Если суммировать их с дивидендами за первый, то более 750 миллионов белорусских рублей они, значит, перечисляют в виде дивидендов. В прошлом году было 500 миллионов. Просто, еще раз подчеркиваю, то, что мы продавали как якобы ненужное, размеры дивидендов, которые он выплачивает, таковы, что чистая прибыль, если сравнить вообще по всем организациям, которые остались в руках государства или там имеется доля государства, это более 3000 на самом деле предприятий, то вся их чистая прибыль составила 240 там, с небольшим миллионов рублей. То есть в разы меньше, чем чистая прибыль, которая как раз примерно и была 750 миллионов в прошлом году вот одного «Газпром Трансгаза». Вот такая вот прекрасная бизнес-модель, которую мы отдали в руки, на самом деле, русских. До речі, серед тих останніх державних підприємств, там, бодай, в прибитках львиную долю займає тютюневая фабрика. Да, это правда. Значит, вторая, по-моему, она по прибыльности у нас, это Гродненская табачная фабрика «Неман». Да, там за прошлый год выручка 608 миллионов и 259 миллионов прибыли от реализации. Рентабельность продаж 42%. Это выше даже, чем в прошлом году, в 2019 точнее, которая была меньше 39%. Цікаво, откуда такі рентабельності? На внутреннем рынку? Это смешной вопрос, как ты понимаешь. Видимо, растут продажи. Цена продажной разницы себестоимости постепенно растет. Видимо, как происходит экспорт, тем или иным способом. Так, отримується, маємо Трансгаз і цигаретну фабрику, які гроші заробляють. У останніх підприємств у многих проблеми з виплатою кредиту. Як там банки справляются? Вот, да. Интересно посмотреть еще и на финансовое положение банков, которые кредитуют предприятия. То есть, в данном случае достаточно Беларусьбанка, который целиком завязан на предприятие, и, соответственно, Белагропром, который финансирует сельское хозяйство. Львиная доля директивно обусловленных кредитов – это Беларусьбанк. Так вот, там есть очень интересные нюансы. То есть, если бы, значит, не помощь Национального банка, большая доля в пассивах, то бишь в их ресурсах, это помощь Национального банка. Там, на 1 января это почти 1 200 миллионов белорусских рублей. Если бы не регуляторные послабления, которые были весной, которые Нацбанк вводил, там речь идет о том, что позволено отчислений в резервы совершать меньше, чем было бы раньше, то есть под плохие долги, чем это требовалось раньше по нормативам. Так вот, если не учитывать, как сказать, вот эти все поблажки, то Беларусьбанк на самом деле был бы по старым нормативам, он был бы убыточным вообще. То есть, внимание, мало того, что в пассивах у него, скажем так, депозиты Национального банка, лежат, то еще и он дважды за счет денег Минфина был рекапитализирован. То есть в октябре на там, почти 250 миллионов рублей и на рубеже конца-начала года он еще получил около 800 белорусских рублей из Минфина. Там, понятное дело, что львиная доля этих средств, которые ушли в основной капитал, они потом были использованы фактически в схеме спасения БМЗ. Чем интересны именно отчеты, аудированные отчеты этих двух банков, это то, что происходит с плохой, безнадежной задолженностью.
Например, стало известно, что Белагропром к началу 2021 года безнадежную задолженность в размере 877 миллионов белорусских рублей он просто списал. Это один вариант, как мы знаем, что можно делать с этими плохими долгами. Второй вариант – это то, что, видимо, произошло, исходя из той же самой аудированной отчетности Беларусьбанка. Он, значит, стал, оказывается, акционером Белшины. То есть в структуре акционеров Белшины 15 там, с копейками процентов – это Беларусьбанк. То есть очевидно, что это конвертация вот этих самых безнадежных долгов в акционерный капитал. Кстати говоря, мы же как раз в прошлой передаче рассказывали, что разрабатываем проект указа о создании условий для финансового оздоровления предприятий реального сектора экономики, где как раз-таки вот эта операция выкупа плохих долгов на агентство по управлению активами, которое будет эти долги превращать в акционерный капитал этих самых предприятий, которые потом будут постепенно себя из этой вот долговой ямы выкупать, да, это вот и будет одним из таких главных инструментов, которые сейчас пытаются вот ввести. Тож, до речі, перше это гучив, это ж был твой инсайт, так? Да. А зараз это опубликовал Тутбай. 11 числа, да, через несколько дней, да. То есть что фактически происходит? То есть фактически с использованием посредника в виде вот этого агентства управления активами, значит, происходит, по сути дела, реструктуризация задолженности. То есть она будет переводиться на баланс самого этого агентства, значит, она будет конвертироваться из долларовой в рублевую, как мы говорили, ну и, вероятнее, все будет еще сильно растянуто по времени, которое нужно будет как бы возвращать. Но смысл заключается в том, что пока вот этого хорошего ответа, что придется делать, когда реализуется валютный риск, потому что долги валютные, но переоформлены в рублевые, и держателем этого валютного риска оказывается именно агентство, или риска вот операционной деятельности, когда доходность, как сказать, рентабельность очищенных даже вот расчищенными балансами предприятий кажется меньше, чем стоимость вот этих облигаций, которые для банков, которыми их замещали, эти долги. То есть пока ответа на это нет. Еще раз подчеркиваю, это не инструмент какой-то там структурной перестройки предприятий, которым нужно всерьез менять бизнес-модель, потому что они убыточно операционны. То есть это попытка помочь тем, которыми, как власти считают, в принципе, жизнеспособны, но просто у них долги большие. То есть это предприятия, которым помогают, которые, в принципе, могли бы быть прибыльными в случае, если бы не были вот в таком тяжелом финансовом положении после предыдущих раундов модернизации. И там даже специально прописано в этом указе четкая формулировка. Это, значит, кредиты, предоставленные промышленным предприятиям, написано, обеспечивающие функционирование стратегически значимых отраслей экономики и или иные важные государственные потребности. Это четкая формулировка, которая взята у нас, на самом деле есть этот перечень. Значит, он такой исчерпывающий, что называется, перечень, ровно так называющийся. Он когда-то был установлен еще в 2013 году, 11 ноября, постановлением Совмина. Там более 90 предприятий, которые в этом списке были. Там потом периодически в него вносились изменения, но он по-прежнему достаточно велик. То есть там критерии этих предприятий какие? Что это продукция либо военного назначения, это либо добыча и переработка стратегических там полезных ископаемых, либо те, которые занимают большую долю в экспорте товаров и услуг и так далее. Но что самое важное, это то, для чего вообще этот перечень создавался. Зачем нужно было перечислить так называемые стратегические предприятия. В обосновании этого постановления говорилось так, что теперь, когда мы назвали, какие предприятия стратегические, теперь все, которые в него не входят, значит, потенциально могут стать объектом купли-продажи. Либо в отношении них может быть возбуждена процедура экономической несостоятельности. То есть несложными логическими преобразованиями мы получаем, что это задумывается указ в отношении предприятий, которые не могут быть в силу их значимости не обанкрочены, не приватизированы. Так це означає, що улады, адпаведна, зрабілі спіс прадпрыемстваў, якія не потрапили вот в этот спіс, якія цяпер яны будуць закрываць? Ну, на самом деле, как сказать, похоже, что если еще в 2013 году так не подразумевалось, то, в принципе, наверное, этот вывод можно делать. То есть фактически сейчас этот список и меры, которые предпринимаются по спасению именно их, означают, что именно их положение заботит государство. Остальные, ну, это там уже как-нибудь, там, что с ними делать, об этом мы подумаем потом, действительно, либо закрывать, либо продавать. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и в социальных сетях. с вами был Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.